Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся сейчас в местечке 13-й километр. Денис, здравствуйте. Александр. Мы здесь делаем наружную отделку. Да и внутреннюю тоже. Да, отделку с сайдингом и про внутрянку мы сейчас все расскажем. Но предыстория. Несколько лет назад мы построили вот дом из бруса. Что радует, заказчики отметили работу, потом пригласили нас на пристройки, потом пригласили на внутреннюю отделку, на утепление. Да. А сейчас уже пошла наружная чистовая и внутряночка еще дополнительная работа. Имитация у нас там. Да, то есть мы внутри делаем чистовую отделку, уже дошли до нее. И по наружке вовсю идут работы. Наводим красоту. Да, то есть приятно, что клиенты выбирают, то есть, доверяют. Видят доверие. Если бы не понравилось, наверное, мы бы уже тут не работали. Давно бы уже, не работали, а выполнили на самом деле уже много работ. Да. И дом преображается, обустраивается, уже подходит даже к финишу. Давайте подойдем поближе. Пойдемте. Да, у нас здесь дом состоит из нескольких, грубо говоря, частей. Ага. Это сам по себе дом брусовой, да, пристройки каркасные. Да. Что вот это была раньше веранда, открытая терраса, что вот там котельная с той стороны у нас, это у нас все каркасное. Да. Поэтому брусовую часть мы утепляем, да, а так как у нас пристройки каркасные, их утеплять не требуется. Они уже утеплены, утеплены, полностью, максимально, сколько можно. А здесь мы утепляем 100 миллиметрами базальтовой ваты. Все. Сначала 5 сантиметров уложили. Да. Вот так вот вертикально. Вертикально сначала. Да, потом пошли вот такие бруски горизонтальные. Уложили еще горизонтально все. Потом пошла ветрозащитная мембрана плотная. И хочу сказать, ветра дуют. Вот сохранение тепла в доме зависит не только от утепления, да, но и от наружного продувания. Вот наша куртка. Какая бы она толстая ни была, вот сами ветра выдувают. И поэтому мы применяем специальные мембраны, вот такие ветрозащитные. И видите, проклеенные, я даже ничего сунуть не могу. Вот все очень герметично. Что... на окно можно посмотреть. Да. Вот. Обратите внимание вот на все проемы, все стыки. По стене никакого продувания и выдувания тепла из дома не будет. То есть, мы так делаем. Вот это еще тоже обращу внимание. Это как вент-зазор. То есть помимо того основного пирога, это каркас для сайдинга. Плюс снизу будет выдувание того конденсата, который может образовываться. Да, здесь будет вент-зазор полноценный. Целиком. Здесь будет еще продувание. Да. Круто. Вент-зазор. Эта часть у нас подвижная. Тоже то надо есть она отметить. У нас, так как дом брусовой, имеет усадку, движение. Да. Да, эта часть сделана полностью подвижной. Ага. И здесь у нас будет снизу зазор, так как это у нас уже неподвижная часть, сверху на ней. Снизу будет зазор, чтобы была возможность осадки. Я отмечу, дом действительно деревянный, возможно, может гулять, да, или если он свежий, да, построенный, и вы начинаете его уже утеплять. Денис правильно сказал, необходимо делать плавающий каркас. Мы делаем плавающий на случай каких-то возможных подвижек. И снизу, правильно Денис сказал, что делаем зазоры, а это связано с тем, что есть пучение грунтов. То есть влага в грунте может быть, да, и зимой грунты играют, поднимаются. И чтобы эти грунты не ломали каркас и, следовательно, обшивку, то есть мы эти вещи все учили. И обратите внимание на крепежи, которые мы применяем при монтаже каркаса. То есть тонкие, такие эконом, которые гнутся просто, вот алюминька такая, а есть жесткие такие, двойная жесткость. Вот они жесткие, на сгиб даже. Вот идет давление, они не сгибаются. То есть идет жесткие крепления, хороший прочный металл, который удерживает каркас. Мощно, надежно. У нас же теплая атмосфера здесь. Тоже расскажи. Торчит у нас гидроизоляция, только от нее осталось. Здесь 50 миллиметров пеноплекса. Да. То есть был выкопан, как это сказать, ров такой небольшой, 75-80 сантиметров примерно. Туда уложен пеноплекс 60. А глубина? 600. Давай. Глубина 25
сантиметров, 250 миллиметров. Понял, грубо 80 на 250. на 250 С уклоном. с уклоном. С уклоном от дома. Потом подсыпан, значит, ПГС. Потом уложен утеплитель, пеноплекс. Это у нас экструдированный пенополистирол. Да. И потом на него уже сверху гидроизоляция и плантер. Такая пупырчатая штука пластмассовая. Позволяет еще сделать вокруг газон постелить. Тем, для кому не нравится бетонная вот эта отмостка, да, от дома, которая тоже позволяет отвести воду. Я отмечу, что это вариант. Да, и это весьма бюджетный вариант, кстати, в отличие от того бетона, и менее трудозатратный. И это рабочий вариант. У меня тоже, у меня вот такой, под газон. Да? Здорово. Да, я себе делал такой же. И хочу отметить, если вдруг я захочу что-то изменить, проложить трубы, если у меня бетон, то представляете уровень геморроя? Это я ломаю бетон, там у меня сетка металлическая, мне ее резать надо, потом пробиваю вот всю эту подушку. Здесь это сделать легко. Я просто убрал, снял, обратно слои положил. Есть преимущество. Просто обычная лопата и канцелярский нож там надрезали. И по периметру красивый газон, да и дальше здесь тоже будет. Сразу отмечу, в следующем выпуске мы уже покажем облицовку сайдингом и декоративные элементы. В следующем выпуске. А в этом мы стартанули по фасадам работу с утеплением и работа внутри. Пойдемте внутрь. Вот мы только зашли в дом, уже видим, для нас строительную красоту, видим наши стройматериалы, имитация бруса. Вот она, которую мы обшиваем сейчас перегородку и второй этаж. Сейчас покажем. Гипсокартон влагостойкий, который у нас идет на туалет. Здесь уже видим стены, да, которые были обшиты, и вот эта пристройка утеплена тоже нами. Идем дальше. Вот здесь, вот эту красоту. Это, Денис, наша работа, утеплено, про пирог, расскажи. Да, это межкомнатная перегородка, 50 миллиметров базальтового утеплителя в качестве шумопоглотителя, в качестве шумоизоляции. Ну и с одной стороны у нас имитация бруса, с другой стороны у нас будет гипсокартон влагостойкий. Ну и все это с вентилируемыми зазорами. Вот это я хотел сказать. То есть здесь не просто каркас и нашлепана с двух сторон обшивка. Да. Нет, есть вент-зазоры. Потому что мало ли мокрая точка здесь санузел. Ну особенно для деревянных поверхностей обязательно. Да. И чтобы не вело. То есть здесь надежный такой хороший каркас. Вот идет каркас уже черновой под дальнейшую обшивку. Он же вент-зазором является. Это видно. Вот здесь пошли пленки, причем они герметично все проклеены лентами, тоже видно. Вот здесь идет утепление в 5 сантиметров, шумоизоляция, точнее. Вот мы видим дальше ветрозащитную пленку, потом пошел опять каркас и уже чистовая обшивка. Клево. Клево. И нравится еще, что вот специалисты дальше, партнеры работают и сразу так четенько. Да. Розеточки, все, красоту наводят тоже после нас. Давайте еще покажем часть нашей жизни, которая, во-первых, строительной жизни, что происходит в процессе обустройства дома. Вот, например, пройдите сюда. То есть, конечно, частично клиенты всегда привозят вещи, или тут находятся строительные какие-то наши инструменты. Но вот это время, в такой атмосфере, в большинстве случаев наша работа-то и идет. То есть это наша такая строительная жизнь. Хочу обратить внимание на стены. То есть как спустя сколько лет уже прошло, года 3, наверное, точно уже прошло, как мы построили этот дом. То есть прошло действительно много уже лет, как мы построили дом и как красиво, декоративно выглядят стены в доме. То есть и наши клиенты спокойно делают работы потихонечку, но уже здесь насколько приятно. Денис, пару слов о пироге. Да, все у нас по стандарту, по фэншую. 200 миллиметров перекрытия. Базальтовой ватой утепляется. Снизу пленка ветрозащитная, А-цоколь. Дальше идет базальтовый утеплитель 200 миллиметров. Пленка пароизоляционная Б. С проклейкой всех швов и примыканий к древесине, к стенам. Потом у нас идут, здесь лаги фанерные.
лаги фанерные. Ну и на лаги фанерные выставляются лаги фанерные в уровень, и на лаги фанерные прикручивается фанера. Потом мы ее расчерчиваем, прокручиваем. Все Это красиво. видно, как у нас Да, все то в есть квадратик здесь. Тут вот, конечно, все постелено, чтобы не запачкать. Да. Но все равно это можно увидеть. Вот как раз здесь виден пирог. Да, мы здесь можем наблюдать пирог. Да, пленки сверху пароизоляция проклеена, и снизу, вернее сказать, на потолке. И здесь уже ветрозащитная мембрана. И выставлены лаги, можем видеть. Вот. Вот мы уже на мансардном этаже, да, на втором этаже. Сейчас обратите внимание, что, конечно, мы ранее утепляли, был сделан деревянный каркас, и мы этот каркас продолжаем. Хочу отметить, что есть также усадочные зазоры, которые есть до пола, мало ли будут подвижки. И на этот каркас полностью, вот на это все счастье, мы будем делать внешнюю уже декоративную обшивку. Да, имитация бруса. Имитации бруса, который лежит уже, ждет нас внизу. Почему ждет? Мы видим, вот обратите внимание сюда, коллеги работают, сейчас делается проводка полностью. Тоже отмечу, что она идет скрытого типа. Почему скрытого? То есть, видите, между каркасом, то есть она идет внутри, ну, частично скрытого, по большей части. Вот здесь все спрятано, абсолютно. Подводка воды к радиаторам тоже вся спрятана. Это все за нашим каркасом. Вы этого не увидите. Так, все декоративненько, красивенько происходит. Шикарно. Тоже в следующем выпуске мы вам покажем уже как внутреннюю красоту, так и наружную красоту. Сейчас идет подготовительная работа. Сейчас коллеги закончат, мы подготовим полностью работу всю здесь. Здесь пока так некрасиво, бардак такой. Да. Ну, А потом в следующем выпуске мы будет симпатично. приведем в порядок. Сделаем здесь уборку генеральную. Дорогие друзья, если и вам необходимо построить дом уже вашей мечты, сделать внутреннюю отделку или наружную отделку сайдингом, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите с радостью, проконсультируем, все расскажем, все покажем. Ну и будем рады выполнить для вас эту работу. Также качественно, также ответственно. Все, до встречи на консультации и на стройке. Да. Мы вас ждем. Пока. Пока-пока.